Более 100 поединков провели на Интинском ринге участники турнира по боксу «Инта. Золотое сердце Республики Коми», который в 2025 году прошел в юбилейный 15-й раз. За титул чемпиона боролись 140 спортсменов из 14 спортивных школ нашего региона и соседних – Архангельской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В первый день соревнований состоялось торжественное открытие турнира. Прежде всего хочу выразить слова признательности всем участникам нашего турнира, республиканского турнира по боксу «Инта. Золотое сердце Коми». Спасибо вам большое, что вы приняли участие в нашем турнире и устроили нам праздник бокса, который пройдет на протяжении 3 дней. Я уверен, что на протяжении 3 дней у нас будет много ярких поединков и красивых побед. Ребята, всем я вам желаю успехов, а самое главное – быть без страха. Хочу поблагодарить зрителей и болельщиков, которые принимают участие в том же турнире. Я думаю, что переживают не меньше, чем все с нами участники. Республиканский турнир по боксу «Инта. Золотое сердце Коми» объявляется открытым. Это непростое время. Турнир проводится у нас юбилейный, 15-й по счету. 15 лет, начинался с 2 дней, и сейчас он перешел уже в статус республиканский. В это непростое время проводится турнир, чтобы еще проводился дальше, больше времени. На этом турнире приезжает много команд, и хотелось высказать слова благодарности. Выражаем благодарность за многолетний вклад и развитие бокса в Республике Коми, а также за организацию и проведение соревнований по боксу «Инта. Золотое сердце Коми» Сверчаку Тарасу Ивановичу. Также хотелось высказать благодарность за организацию и проведение соревнований по боксу Крецу Вадиму Игоревичу. Огромное спасибо Федерации бокса за постоянную поддержку и помощь. Но было бы нехорошо, некрасиво и неправильно, если бы я еще не вспомнил одного человека и не сказал о нем добрые слова, с которым мы начинали этот турнир, начинали в декабре 2009 года. Это Николай Владимирович Шушпанов. Все его знают, многие его знают. Он каждого боксера Интинского знал по имени и отчеству, по фамилии, знал результаты, часто приходил, поздравлял нас. Сейчас ему непросто, он немного приболел. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления и долгих лет жизни. Начался турнир с боев самых юных спортсменов. Таких мальчиков привезли многие школы как раз для того, чтобы они могли посоревноваться с ровесниками и проявить себя на ринге. У начинающих боксеров бой идет 3 раунда по 1 минуте. Мальчишки еще ничего не боятся и рвутся показать свои навыки. Все эти годы организатором и идейным вдохновителем турнира является тренер-преподаватель Интинской спортивной школы Тарас Иванович Цверчак. Именно благодаря усилиям наставника турнир с каждым годом расширяет границы, получил статус республиканского и продолжает набирать вес в среде боксеров. Традиционный турнир «Инта. Золотое сердце Коми» 15 раз собирает из всех городов и районов Республики Коми боксеров. Плюс к нам всегда приезжают боксеры из Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. Были боксеры у нас и из Вологодской области, Ярославской области. Но в этом году из-за пределов республики приехали Ямало-Ненецкий автономный округ и Архангельская область. Всего участников 140 человек. В первый день
прошли 32 боя. Вчера было у нас 42 боя, и сегодня финальные бои 28 боев. Бои очень интересные. От малого до великого. Мальчики боксируют. Самые младшие 15-16 год рождения. И самые старшие это юниоры 2007-2008 год рождения. И я хочу сказать, что этот турнир трудно переоценить, потому что он очень важен. Когда-то он был нами задуман для того, чтобы в Инте сохранился бокс и развивался бокс. И я очень рад, что турнир продолжает свои традиции. Бокс у нас на хорошем уровне. У меня занимается в секции более 40 человек. Это стабильный состав. Хотя сейчас, конечно, сложно. Убыль в городе большая. Но ребята ходят, занимаются от мала до велика. У меня участвует в соревнованиях 31 человек. Те, которые на это время не травмированы, по возрасту могут боксировать. И я надеюсь, что ребята достойно выступят на этих соревнованиях. Турнир по боксу длился 3 дня. В первой прошли отборочные бои, во второй полуфиналы. И в завершающей 28 финальных схваток. По традиции начали с самых младших ребят. На ринге Леонид Кондаков из Салихарда в красном углу и Илья Ковшиков в синем. Мальчики дерутся в весовой категории до 44 килограммов. Оба спортсмена не так давно занимаются боксом. Боксер из Инты выше соперника и немного старше его. Сразу рвется в бой. Это второй турнир Ильи. В прошлый раз мальчик вылетел после первого боя, сделал выводы и теперь свое свободное время проводит не в телефоне, а на тренировках. Боксер из Салихарда хоть и пытался проявить инициативу на ринге и не опускал руки, причем в буквальном смысле, но больше оборонялся. В итоге победа была присуждена Илье Ковшикову. Я в боксе 2 года. Бокс мне нравится тем, что тут нужно упорно работать, не отставать, или иначе тебя самого уберут. Соревнования провел 3 боя. Мне понравилось. Стал победителем. Слушал всегда тренера, выполнял его команду. Усердно тренировался, не бросал тренировки. Как часто вы тренируетесь? 6 дней в неделю. Бокс развивает физическую форму и уверенность в себе. Это не только физическая борьба, но и психология, стратегическое мышление. Бокс может стать важной частью жизни и способом самовыражения, и даже преодоления себя. Победа для меня не самое главное, первое или второе. Для меня важно качество боя. Это самое важное, особенно для младших ребят, которые только начинают год-два занимаются, 3. Это важно, качество боя. И я могу порадоваться за вчерашние, позавчерашние бои мальчиков. Даже те, кто проиграл, меня очень порадовали. Главное, что они думают головой. Для боксера голова – это на первом месте. Боксер, умеющий думать на ринге, в состоянии победить более сильного боксера. Это истина. Уже первые 2 места есть у меня по 13-14 году рождения. Еще мальчик сегодня один отбоксировал, Ковшиков. Очень порадовал мальчик, такой очень стремительно развивается. Он провел 3 боя, 2 тяжелых боя, и финальный был более спокойный бой. Я уверен был в нем, в этом мальчике. Сейчас у меня на таком хорошем ходу, и надеюсь, он
перейдя в старшие юноши, покажет очень хороший результат. И думаю, что северо-запад и Россия ему по зубам. На ринге боксеры весовой категории до 42 килограммов Александр Пузиков из Инты в красном углу и Дмитрий Цветанов из Сыктывкара в синем. Каждый из ребят уже одержал победу на турнире. У обоих в полуфинале были соперники из Печоры. Синие ручки давай. Красный не держит. Александр Пузиков 2012 года рождения. У спортсмена 3-й юношеский разряд. На ринге он провел 28 боев. 19 из них завершились его победой. Сыктывкарец на 1 год старше. Занимается в школе Олимпийского резерва номер 2. Имеет 1-й юношеский разряд. В итоге техничнее на ринге оказался спортсмен из Сыктывкара. И единогласным решением судей Дмитрий Цветанов признан победителем турнира в своей весовой и возрастной категории. В боксе я уже 5 лет уже довольно долго занимаюсь. Тренируюсь усердно, каждый день тренировки. Выходной только воскресенье. Вот. Пошел работу, хочу получить кандидат в мастера спорта. Сейчас могу выполнить скоро. Стану КМСником. Поеду на Россию, выиграю там всех. В сборную города Сыктывкара вошли 9 человек. Практически все они, за исключением одного спортсмена, вышли в финал. Мы приезжаем сюда ежегодно, стараемся ежегодно приезжать на эти соревнования, потому что соревнования проводятся на хорошем уровне, на высоком, благодаря администрации города, администрации спортивной школы «Юность». Но большая благодарность Тарасу Ивановичу Тверчаку, что он проводит этот турнир, уже 15-й турнир, юбилейный. Так что будем стараться на него постоянно приезжать. Сосногорская команда – одна из самых многочисленных на турнире. Сразу 8 бойцов дошли до финала. Некоторым ребятам пришлось бороться за первое место с сокомандниками.
На ринге боксеры из Сосногорска. Умар Ярлыкапов в красном углу и Владислав Овчинников в синем. Парни-ровесники, оба 2011 года рождения. Выступают в весовой категории до 50 килограммов. Чтобы выйти в финал, Умар победил спортсмена из села Мужи-Янау, а Владислав – соперника из столицы региона – Сыктывкара. Победу в этом финале судьи отдали Умару Ярлыкапову. По мнению арбитров, именно его тактика ведения боя оказалась выигрышной. Хотя сам спортсмен признается, что биться против своего же напарника по команде сложно. Прежде всего, не только физически, но и морально. Ну да, сложно. Ребята подготовились. Вот сейчас этот бой был очень сложный, так как выхожу против своего и морально сложно. Ну, занимаюсь уже 3 года. Бокс мне очень много чего дает. Дисциплину, уверенность в себе, ну и физическое здоровье. Тренер Сергей Андреев не сильно переживает, что в финале сошлись два его парня. Ведь для того, чтобы они дошли до финала, нужно было пройти соперников из других городов, а значит получить новый опыт. Для того соревнования и нужны, чтобы воспитывать волю к победе. Ну, мы уже, в принципе, результаты у нас есть. Малышня у нас почти вся выиграла. Вот постарше ребята немножко смазались. Вот. Ну, в принципе, привезли 15 человек, 14 человек привезли, 15 не поехал у нас. Вот, организация вообще, таких организаций практически нигде нет. Нас и встречают, нас и разместили бесплатно, и идеальные условия, да. Поэтому как бы с удовольствием сюда ездим, и как бы хороший турнир. Ну и опыт, естественно, набираться, потому что приехало очень много ребят с разных, с регионов даже, не с Республики Коми, а вот и Салихард, и Вельск, и много ребят. Поэтому да, вот ради этого уже стоит, чтобы попробовать себя с другими соперниками. Во второй части финала турнира среди старших ребят боев с участием интинцев стало больше. В схватке вступили парни из костяка интинского тренера Тараса Сверчака. У меня есть костяк ребят, которые занимаются уже от 3 до 7 лет. Это в основном 2011-2012 год рождения ребята, такие как Иванов Артем, Пашаев Сафар, Филиппов Владислав, Петров Максим, Вайс Кирилл, Смирнов Андрей. Это костяк мой, на них надеюсь. И я надеюсь, что они здесь хорошо сегодня выступят. Сегодня финальные бои у них будут тяжелые бои, потому что соперников мы знаем. Мы с ними уже встречались не на одних соревнованиях, видели их и с ними боксировали. Поэтому мы знаем их, готовимся к ним. Бои будут сложные. Ну, я не могу сказать на 100% сказать, что ребята выиграют, но надеюсь на это. Финальный поединок между Артемом Ивановым из Инты в красном углу и Владимиром Власовым из Печоры в синем в весовой категории до 54 килограммов. Спортсмены оба 2011 года рождения. У интинца первый юношеский разряд, у печорца третий. За плечами нашего боксера больше опыта на ринге, больше боев и побед соответственно. Тренера это не расслабляет. Он ведет бой вместе с воспитанником. Вот, хорошо. И левый боковой, закончи. Работай, работай, не отдыхай. Вот так, хорошо, отлично. Видишь, левый боковой получился. Еще, вот. Отлично, еще то же самое. Работай. Не надо, оттолкнись. Забивай, не вязкой.
В итоге победителем по очкам единогласным решением судей стал боксер из Инты Артем Иванов. Спортсмен уверен, что выиграть ему помогла привычка думать на ринге. Ну, занимаюсь довольно долго, наверное, с начальной школы еще. Турниров прошел для меня положительно. Хотелось бы, конечно, провести побольше боев. Так получилось, что после веревки в финале просто сразу оказался. Вот. Так, хорошо. Выиграл. А чем тебе нравится бокс? То, что тут надо думать много. Ну и, конечно, спортивные физические упражнения на здоровье хорошо влияют. На ринге в весовой категории до 57 килограммов Сафар Пашаев из Инты в красном углу и Егор Махлушев из Вельска в синем. Мальчики 2011 года рождения. Сафар уже не первый раз принимает участие в домашнем турнире. Его соперник тоже не новичок. Егор имеет первый юношеский разряд. Из Вельска в Инту приехали 4 спортсмена. 3 из них вышли в финал. Вообще воспитанники этой школы бокса хорошо зарекомендовали себя на интинском турнире. В их копилке, несмотря на малочисленность команды, всегда есть золотые и серебряные награды. Мы ездим каждый год к вам. Лично я уже 5-й год к вам езжу. Посещаю соревнования, очень нравится. Радушный прием, хорошие спортсмены. Наши ребята приезжают побиться, с новыми соперниками поработать. Ожидаем, понятно, что все хотим выиграть и встать на первое место пьедестала почета. Не всегда, конечно, удается, но стараемся. Вот сегодня Дмитрий у нас Могутов выиграл 2012 года. Впереди у нас еще 2 боя, там 11-12 год до 90 и 11-12 год до 57 килограмм. Будем стараться, чтобы стать на пьедестал почета под номером 1, занять первое место. А так все здорово, красивый город, нравится. Спасибо. Парни осторожничают, выискивая друг у друга слабые места. Никто с наскока не спешит наносить удары противнику. Ведь цена ошибки слишком велика – поражение в турнире. Сафар на прошлогодних соревнованиях в финале проиграл оппоненту из Вельска. На этот раз они вновь встретились в финале, но за год все изменилось. Интинец прибавил в мастерстве, и у судей после финального гонга не было сомнений, кто победитель. Это решение судьи приняли единогласно. Мальчик рад победе. Он хочет связать свое будущее со спортом и уверенно идет к этой цели. Я занимаюсь уже 3-й год боксом. Турнир мне очень нравится, проводится ежегодно. Все очень стараются, особенно наш тренер Сверчак Тарас Иванович. Довольно хорошо подготавливаемся к этому турниру. Я провел 2 боя. Хотелось бы, конечно, первый день тоже боксировать, чтобы 3 боя провести, там опыта набраться. А так в целом мне все понравилось. Провел 2 боя, только что выиграл единогласным решением судей. А так в следующем году еще раз хочу выступить. Я бы хотел стать мастером спорта и дальше тренировать детей в будущем. Следом за Сафаром на ринг вышел еще один интинец. Товарищ по команде Максим Петров в синем углу. Его соперник Иван Хохолков из Салехарда. Спортсмены-ровесники 2011 года рождения. Интинец опытнее, у него первый юношеский разряд и гораздо большее количество побед в копилке достижений. Максим с первых секунд дал понять сопернику, что настроен только на победу.
Боксом Максим занимается уже 6-й год и всегда с удовольствием принимает участие в домашнем турнире. Здесь хорошая судейская коллегия, отмечает юный спортсмен. Однако победить помогают не только родные стены, но и усиленные тренировки. Тренируемся почти всю неделю, без единого передыха. Нас хорошо тренирует Тарас Иванович, все нравится. А чем тебе вообще спорт нравится, бокс именно? Тут нужно думать, то есть дураку сюда не пойти. В турнире принимали участие ребята разных не только весовых, но и возрастных категорий. На ринге юноши 2009-2011 годов. Интинец Владислав Филиппов в красном углу и Виктор Немцов из Лабытнанги в синем. Парни выступают в весовой категории до 54 килограммов. Владислав – победитель домашнего турнира прошлого года, занимается боксом 4 года. Интинец является одним из ведущих боксеров в Республике Коми. Виктор Немцов тоже опытный спортсмен, он кандидат в мастера спорта. И вновь единогласным решением судей чемпионом турнира был признан интинец. В этом бою в самых сложных и нестандартных моментах наш боксер выходил победителем. Владиславу удалось все. Работа на дистанции и в ближнем бою, первым и вторым номером. К концу поединка соперник был настолько обескуражен и измотан, что еле держался на ногах. Владислав Филиппов оказался напористее и техничнее соперника. Бокс мне нравится тем, что он прокачивает дисциплину и мужество. Бой был довольно сложный, соперник не отставал, но я был немного лучше. Какие твои эмоции от победы? Эмоции заслуженного труда, ведь я каждый день посещаю тренировки и пашу в зале. До финальных боев дошли 11 интинских боксеров. Кому-то пришлось доказывать право в предварительных схватках. Для кого-то турнир только начинался в финальный день. Не было большого количества соперников. Не всем удалось одержать победу. Были и поражения. Но так у всех. Ни у одной из команд, приехавших в Инту, не было 100% побед. Одними из последних комплект медалей на ринге разыгрывали Андрей Смирнов из Инты и Виталий Чупров из Усинска. Интинец в красном углу, его соперник в синем. Наш боксер немного старше, он 2009 года рождения. И опять же опытнее, если сопоставлять количество боев и побед на ринге. Андрея отличает агрессивная техника ведения боя. Он сразу показывает, кто хозяин. Соперник ему в финале достался под стать, тоже не готов сразу сдаться.
У ребят постарше раунды длятся уже по 2 минуты. И к концу поединка многие выматываются физически. В таком состоянии трудно сохранить концентрацию, поэтому и стараются размениваться ударами на свежую голову. В этом бою судьи признали победителем интинца Андрея Смирнова. В боксе я порядка почти 4 лет. Занимаюсь у Тараса Ивановича Цурчака. На бокс меня позвал мой старший брат, который сам в свое время тоже занимался боксом. Вот. Бокс мне нравится своей могущественностью, силой и, понятное дело, мужеством, без которого в наше время, соответственно, понятно, нельзя. Вот. И данный турнир мне очень понравился. Это один из самых главных, по моей воле, турнир, потому что он проводится в нашем родном городе. Вот. К нему нас все готовил наш любимый тренер Тарас Цурчак, вот, которого мы любим, уважаем. Он возит нас на много соревнований каждыми годами. Вот. Соперники были сложные, Андрей? Да, на каждых соревнованиях у каждого сложный соперник по-своему. Нельзя недооценивать соперника, его нужно уважать. Бессменным главным судьей соревнований все 15 лет является Игорь Витальевич Цент. Мужчина не только следит за соблюдением правил на ринге и оценками, которые ставят боковые арбитры, но и отвечает за техническую часть соревнований, запись боев и их трансляцию. Хочу сказать, что турнир организован на высоком уровне для нашей республики. Значит, мы планируем ходатайствовать о том, чтобы взять под эти соревнования официальные турниры, которые проводятся в Республике Коми. Судить всегда непросто, и судейская команда должна быть не только принципиальной, беспристрастной и объективной, но и слаженной. Все судьи соревнований – сами бывшие боксеры. Сам Игорь Цент впервые узнал об этом виде спорта еще в 2 года. Отец меня в детстве в 2 года повел на соревнования. Естественно, я не воспринял в этом возрасте, предположим, уже 4 года я попросил: папа, купи мне большие кулаки. То есть, и как бы вот определилось так, то, что в 10 лет меня отдали на секцию бокса. Даже не в 7, не в 10, в 7. В 7 лет отдали на секцию бокса. Жили мы в Сыктывкаре, к тренеру Игнатову в Дом пионеров. Ну и, в принципе, началась как бы карьера боксера с 1 класса. Ну и серьезно я начал заниматься у тренера Дуброва в Ухте, когда переехали по направлению отца, переехали в город Ухту. Значит, ну и как там с этого возраста, с 12 лет, я считаю, как бы свой стаж сначала занимающегося боксом, потом принимающего участие в организации проведения. Бывших боксеров не бывает. Несмотря на кажущуюся агрессивность этого вида спорта, практически все спортсмены говорят, что он учит в первую очередь думать головой. К тому же помогает развивать физическую силу, выносливость, координацию и уверенность в себе. Прежде всего уверенность. Во-вторых, то, что начинаешь дорожить чужой жизнью. То есть, в принципе, если ты знаешь, что даже в перчатках в такое состояние можно привести соперника и партнера, оппонента, что как бы можно потерять здоровье. То есть, а в жизни, естественно, стараешься все как бы вопросы решать при помощи разговора. Завершился турнир церемонией награждения. Домашний турнир интинская команда завершила со следующим результатом: 8 золотых медалей, 9 серебряных, 11 бронзовых. Спортсмены были награждены кубками, медалями, дипломами. Старшие юноши и юниоры за первое место получили денежное вознаграждение. В номинации «За самый красивый бой» были отмечены Владислав Филиппов Инта и Виктор Немцов Лабытнанги. За лучшую технику отмечен Умар Ярлыкапов Сосногорск. За волю к победе Егор Махлушев Бельск.